Ты сейчас какой выставляешь? Третий? Четвертый. А, уже что ли? Почти все, да, отрегулировал? Не. Сейчас четвертый, потом второй. А, потом второй. Вот у меня шатлик на калибровочке стоит. Заменил масло, жидкости тормозные в актуаторах. Делаю калибровки. Так, всем подписчикам привет. Сегодня у нас Макс в работе. Привет. Ну, он регулировку клапанов делает. Вот так вот, такая красота. Зазоры. Зазоры. Чё как? Чё скажешь? Ну, небольшие. Небольшие? Есть зазоры, но это пока я первый цилиндр делал. М. Обучил его, как это называется-то, блядь? Отрегулировал передний цилиндр. Ага. Вот второй регулирую. Второй. Первый, да, получается, сделал? Да, первый. Ты чё, уйденный был? Ушел сильно будет зазор? Ну, как бы немного большой зазор. Вот так Не нормально. так уж и Ну а так вот такой вот не шаттл. зажатый. Шаттл, который у нас обслуживался. Вот такой вот. Сейчас регулировку клапанов сделаем. Здесь мы поменяли подшипники. Тайские поставили вроде. Потому что сцепа у него уходила. Вот. Такие вот дела. Ну а у меня сегодня на обслуживании были Аква была, заезжала. Сейчас в планетарке масло поменял. Что еще? Ну, так, все равно есть такие зазоры. Зазорчики есть, да? Большие. Вот это нормально. Вот это так себе нахуй. Что-то он сильно, да? Надо Ну. регулировать. Ну Поджать вот надо. такой же был я, блядь. Намного. Как его завернул, короче. Мгм. Ну, чересчур надо, блядь, регулировать, короче. Слишком большой зазор. Мгм. Зажимать немножко надо, короче. Мгм. Ну а так движок, состояние двигателя хорошее. Ну, Вот вроде да, на ничего. хорошем масле ездит. Видно, что все чистенькое. Ну какое идеально все чистое. Масло. Красота. Вот. Ну, что еще? Вот у него бывает цепь вот эта иногда должна растягивать. Ну, на больших пробегах будет она растягиваться. Сейчас пока машины новые, этого пока не будет. И муфта вот это иногда у них бывает, да? Шумит, ага. Шуметь начинает, греметь. Вот. А так все, в принципе. Вот такая Honda. Вот такое регламентное обслуживание раз в 50 тысяч надо И делать. вот это у него иногда шуметь начинает. Как он называется-то, блядь? Как он? Натяжитель цепи, да. Ну-ну-ну. Он иногда тоже бывает, нахуй. Наебывает. Ну. И начинает шуметь, нахуй. Ну а так движок-то в принципе-то как жигулевский, простой. Ничего тут особенного-то нет. Ну да, почти. Такие вот Honda Shuttle. Такой двигатель стоит у нас практически везде. Shuttle, Fit. Ну, на этом Фрит. Ну, Фрит, да, этот еще как его. Везель. Ну, Везель чуть-чуть он там видоизмененный, походу. Ну там, Там да. немножко есть разница какая-то, да. Пока я еще туда не лазил. Фрит, Но чё работает ещё? он по-другому. Джейды тоже немножко другие. Ну, Джейд, у него двигатель с Везелем похожий, походу. У него также форсунки этого высокого давления стоят. В общем, как-то так. Поменял в планетарке масло, двигатели поменял, пару диагностик было. Среда, в четверг у меня надо загонять на батарейку микроавтобусы. В Окси новых будет. Будем батареечки ремонтировать, поэтому как-то так. Работы много. Работаем. Что еще у нас нового? Сейчас покажу, какой подъемник пришел. Ну, он там в упаковке, правда. Пойду сейчас покажу. На улице красота. Скоро лето, вообще четко. Короче, вот такой подъемник пришел. Нордберг 4 тонны. Двухстоечный.
с нижней синхронизацией. 220 вольт. Будет работать от 220. Короче, буду размещать его где-то, наверное, вот здесь. Здесь вот площадка у меня бетонная со стяжкой армированная. Здесь у нас арматура хорошая. А стяжка тут сантиметров, наверное, 15 примерно. Поэтому буду, наверное, его здесь размещать, скорее всего, в этом месте. Вот. Какой-нибудь навес придумаем. Будем здесь подъемник ставить. Есть мысля его поставить, конечно, здесь. Но я не хочу плитку убирать. Плитка уже есть. На плитку ставить нереально, потому что она не выдержит такие нагрузки. Как-то так вот. Этот гараж нынче поднимать не буду, наверное. Ну, посмотрим, в общем, поживем, увидим. Все от денег зависит. Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня на обзоре вот такой вот автомобильчик. Технология Plug-in гибрид. Это у нас Mitsubishi Outlander. Вот такая приколюшка у него есть. Это у нас зарядное устройство, чарджер. Он умеет заряжаться. То есть, не знаю, сколько он, правда, на одном заряде едет, но здесь стоит литий-ионная мощная батарейка. Вот такое зарядное устройство. Вот. Оно здесь получается 200 вольт, 15 ампер. Сейчас машина стоит на зарядке. Мы делаем тестирование, проверяем ошибки. Короче, у человека была проблемка, когда он зарядное устройство подоткнул, у него перестала машина заряжаться, шла в какую-то, ну, аварию ушла, в общем, тачка. Сейчас мы удалили все коды, все ошибки, все проблемы. И вот сейчас тестирую на заряде, смотрю, появятся ли какие-то ошибки или нет проблемы. Если появится, значит надо будет смотреть внимательно, что не так. Может быть, что-то с зарядным устройством, может запросто быть, либо просто машина поймала глюк. Вот. Ну а так, тачка прикольная. Человек купил вроде ее 1 400 000, говоришь, да? За такие деньги. 450. Да, 450. Это, считай, за такие деньги приусы продают сейчас. Эти Альфа, допустим, стоит таких денег. Но Альфа и вот этот автомобиль, я считаю, что это намного круче, потому что здесь ВД, здесь новая технология, батарейка литий-ионная, технология плагин есть у него, тем более элементы лакшери. Смотрите, какая тачка. То есть здесь просто кожа, сидушки вот такие вот, перфорация, подогревы есть, да? Подогрева нету? Ну, рычажок такой есть. Она может у тебя ездить. Тут какой-то же умный привод есть, да, получается? Да, Twin монитор, да? 4 ВД. Ну, можно 4 ВД отключать, получается? Да, можно включать, да? Да. Он может на передке ехать, да, на задке? На передке. А на задке он отдельно не может? На задке, не знаю, я переключать и выключать, переключать можно. Все, ну это круто. Потому что на Тойотах фулл-таймы идут. Вот два этих. Ага. Чисто на батареях, и можно подзарядить батарею. Отдельно, да? Отдельно. Вот. Вот такая вот здесь у него панелька, магнитола. В принципе, чем-то похож на Nissan, конечно, потому что Mitsubishi и Nissan, они более-менее родственники, можно сказать. Панель у него вот такая вот идет. Ну и все, он сейчас у нас заряжается. Сейчас его заводить можно, да? Да. Сказали, что нет. Да, невозможно. Невозможно. Он когда на заряде, он не даст, да. Здесь у нас что? Здесь у нас анти-юз, кнопки LDW, контроль в полосе. Ну, короче, тачка просто бомба. Полный мультируль. Все есть вообще, все, что есть. Я знаю, что эти тачки есть еще с панорамными крышами. Вот. Там вообще будет полный фарш. И элементы отделки вообще вот прямо от Toyota отличается. Вот это все мягкое. Здесь тоже такая штука прям сделана прям качественно. Видно, что как будто что-то под карбон. Ну вообще, конечно, машина есть чем сравнивать с Тойотами. Багажник у него не маленький, нифига. Вон запаска полноценно встает. Здесь все вообще, все можно. Фаркоп можно сделать. Да, можно сделать.
багажник можно сделать и куда-нибудь на море. Да, честно сказать, да, может. Ну, короче, машина-то хорошая, правда. За свои деньги она просто крутая. А то, что она мозги делает, но это Ниссаны и Mitsubishi, у них очень технологично все в плане электроники. Каждый датчик какую-то ошибку, сработку дает, и он может спокойно в компьютер затесаться ошибка какая-то. И пока ее не уберешь, у тебя какая-то система может не работать. Это нормальная история. То есть тут смотреть надо, сброс ошибок делать. И если при повторном сканировании она не появится, то в принципе это просто глюк. И, ну, может, временная какая-то защита сработала, это ничего страшного. А если она будет уже постоянно выходить, тогда уже надо разбираться с этой проблемой. Вот такие, ребята, дела. Такой вот микро у нас обзор на Outlander. Двигатель, кстати, у него какой? Двушка. Двушка? Мгм. Двушка. Ну, в общем, как-то так. Так, батарейка у этого Outlander находится под днищем. Это у нас получается панель стоит литий-ионная, большая очень. Поэтому эти тачки в наши якутские морозы, в принципе, как бы не очень в плане надежности. Вот почему берут Toyota, потому что в ней нет литий-иона, в ней гидридная батарея, и она находится в тепле. А здесь получается батареечка у нас уже под днищем, ей будет прохладно и холодновато. Минус 50 на этих машинах лучше не ездить, не кататься. И использовать чистое гаражное хранение. А так, летом машина кайфовая. И в других регионах, если ездит эта тачка, вообще просто четко. Она экономит бензин и все на свете. Ну, короче, эта тачка для бережного, в принципе, использования. Но она как бы вообще для души машина такая, по идее. Поэтому беречь ее надо, и все будет нормально. Правильно использовать. Вот, а так, за такие деньги вообще вещи. Nissan Leaf, кстати, у нас в Якутске тоже очень продвинутые. Ну, как бы не то, что продвинутые. Есть у нас лифы. Люди катаются летом, просто кайфуют. А зимой уже, конечно, уже не покатаешься. Есть там люди, которые стараются там планар поставить, подогреватель там замутить, но... Вот. Вот так, да. Вот, Outlander взять, вон морда какая прикольная. Вот. Дерзкая морда просто. Да, все, сейчас отпустим. Ну, в принципе, все нормально у вас. Сейчас машина, главное, что ошибки убрались. Да, катайтесь, мониторьте. Если что-то будет, ну, как бы, там будете приезжать мониториться. Что тут масло менять надо в нем вовремя. Такую, ну да, Я в принципе, уже поменял. Что залил? Гибридная. Гибридное? А какое? Как называется там? Моли... Специальный гибрид. Молигрин? Наверное, Молигрин. Молигрин, наверное, Да, Молигрин специально. По 6 рублей стоит который. Ну а так тут вот у него выдовы, у него в мосту должно быть масло. Надо почитать, что туда заливается. В коробке тоже у него масло меняется. Вот, ну и все в принципе. А вы меняете масло? Да, разберемся. Почитаем, что надо туда заливать, главное, и все. Главное, чтобы было что залить туда. А так-то. Ну таких машин у нас очень мало сейчас приезжает. У меня из Outlander'ов всего 3. 3 штуки было, как бы приезжали. И то все чистая диагностика. Чтоб им что-то там сильно мозги парило. Один приезжал у меня, кстати, Nissan X-Trail был. Вот он чем-то родственник с ним, похожий даже. По своей компоновке, да, и все у него там внутри вот это похожее. У него было такое, что он на холодную у него почему-то создавал такой, типа, как знаешь, скрип. Вот когда вот он переход делает с мотора на двигатель, с двигателя на мотор, у него такой скрип конкретный. У них вибрации такое. Да, типа вибрация. У них всегда, да? Ну это что-то типа с демпфером связано, мне кажется. Там у них есть между коробкой и между двигателем демпферный диск. Вот он, возможно, это и создает, да, вот такую вибрацию, да. Но это может и нормально, может и нет. Это надо на форумах читать про эти тачки. Ходовка у них крепкая должна быть тоже. Что-то да. Обычный Макферсон и все. Вот я этот прокачал задние стойки, прокачал. Разборный сделал? Нет, специальный
делают пацаны мои знакомые. А, Разборные не надо, они прокачивают так и так. ну. Ну, нормально. В общем, хорошая машина. Поздравляю с покупкой. А. Вот такой вот Outlander уезжает от меня. Немножко микрообзор был. Ну что, красавец автомобиль. Такие у нас редко приезжают. Интересная машина. Немножко рассказал о нем. Давай. Смело. Что, Макс заканчивает регулировку клапанов у нас. Все подключает. Сейчас будем заводить, пробовать, смотреть. А так жестко дизелил же, да? Дизель был. Сказал бы, что у него так сильно. Не сильно. Но есть мелочь по мелочи. Ну, говорю, вот этот 4-й цилиндр у него. Зажатый был, да? Зажатый пиздец был. А так передний, второй разжатый. Разжатый. Да. Ну, видишь, они все по-разному работали, поэтому он и дизелил. Ничего себе, шатлик поедет. Нормально все будет. Поехал от нас шатлик с регулировки клапанов. Выехал. Ну, скажет, как поедет. Ну, вроде машинка мягче стала работать. Двигатель как бы помягче. Ну, он у него сильно не шумел. В принципе, чуть-чуть. Чуть-чуть было. Ну, Макс говорит, был 4-й поджатый, говорит, остальные разжаты были, поэтому немножко подшумливал. Я в магазин сейчас мотанусь, наверное. Хлеба надо купить. Ты что, уже новый клипсы расчехлил, да? Дербанишь. Постоянно соблазняю.